Деятельность по работе на территории Росгвардии у нас и нареканий, или замечаний, или там не взаимодействия нет. Юнузбек Евкуров и первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов обсудили вопросы обеспечения правопорядка на территории Ингушетии. Я думаю, я нормально себя проявлю. Готов на все 100%. Посмотрим, все отсутствуем. Зрелищные поединки под открытым небом. Грядет очередная битва в горах. О подготовке спортсменов расскажем в этом выпуске. На данном исполнении провода нет изоляции, он голый. При соприкосновении может ударить электрическим током. Осторожно, под напряжением. Сотрудники МРСК проверили территории школ на предмет электробезопасности. В рейд вышли и инспекторы ГИБДД. Левые номера, тонировка, борьба с нарушителями продолжается. О результатах сюжет нашего корреспондента. Для пробивки петель, для оверлок, карданные духмашины же в плане идтиш. Возможность воплотить идею в жизнь. В Центре занятости Сунжинского района прошло распределение грантов на развитие бизнеса. На канале Ингушетия Новости 24. Добрый вечер. Глава Ингушетии Юнузбек Евкуров обсудил вопросы обеспечения правопорядка и общественной безопасности в республике на встрече с первым заместителем директора Росгвардии Сергеем Меликовым, прибывшим с рабочей поездкой в регион. В ходе встречи особое внимание было уделено выполнению задач, обусловленных эффективностью оперативно-служебной деятельности Управления Росгвардии по республике. Сергей Меликов поблагодарил руководство республики за высокую организацию совместной работы с Федеральной службой войск Национальной гвардии России. Юнузбек Евкуров отметил тесное взаимодействие Управления Росгвардии с органами власти субъекта и федеральными силовыми структурами, работающими в регионе. При этом глава Ингушетии подчеркнул, что высоко ценит усилия Росгвардии и других правоохранительных органов России, направленные на сохранение мира и стабильности в СКФО. Глава также передал поздравления директору Федеральной службы Виктору Золотову, всем военнослужащим и сотрудникам ведомства с успешным выполнением задач по обеспечению правопорядка в период проведения чемпионата мира по футболу. Огромную нагрузку на себя взяли, несли по обеспечению безопасности, конечно, подразделения Росгвардии. На местах, во всех регионах, не только там, где чемпионат проводился, а вообще во всех регионах страны. Поэтому и вас, и в вашем лице директора хочу поздравить с тем, что чемпионат прошел на высочайшем уровне. Это оценка и международных, и политиков, и организаций, и сообщества болельщиков, самих людей, туристов, ну и самое главное, там, население страны. И сказать спасибо за то, что вы обеспечили вот такой хороший порядок. Это все-таки флаг, честь, имя страны, чтобы безопасно было и все было комфортно. Самое главное, я слышал болельщиков, которые к нам приезжали тоже сюда, и с Америки, и хорваты, и другие болельщики у нас тоже здесь были, как туристы заезжали к нам. Они рассказывали тоже, вспомнили про работу полицейских. Я так думаю, что они соприкасались и с Росгвардией, и с полицией. Они вспомнили, говорят, какие у вас вежливые полицейские на местах. Ну, вот это тоже такая оценка, конечно, деятельность наша. Ну, а так в целом по деятельности по работе на территории Росгвардии у нас и нареканий, или замечаний, или там не взаимодействия нет. Все в плановом режиме. Юнузбек Евкуров провел рабочее совещание с заместителями председателя правительства Мадиной Гойговой и Петимат Аушевой, а также министром по физической культуре и спорту Даудом Алхазуровым. Вопросы, обсуждавшиеся на встрече, касались готовности к проведению в Ингушетии международного турнира по смешанным единоборствам «М1 Челлендж. Битва в горах».
и разработки целевой программы по развитию физической культуры и спорта в регионе. В ходе обсуждения глава Ингушетии дал ряд поручений и определил круг ответственных лиц. В частности, по первому вопросу он подчеркнул, что параллельно с подготовкой основного состава спортсменов из Ингушетии тренерам необходимо заниматься с бойцами разных весовых категорий, которые будут в числе запасных. По вопросу развития физической культуры и спорта до защиты проекта программы Юнузбек Евкуров посоветовал ее разработчикам изучить опыт других регионов. Турнир по смешанным боевым единоборствам «Битва в горах» можно отнести к одним из главных событий в спортивной жизни республики этого лета. На турнир, который с каждым годом набирает популярность, съедутся десятки лучших бойцов со всего мира. На «Битве в горах» два наших земляка будут защищать чемпионские пояса. Ну а местом проведения турнира традиционно станет Джайрасский район, где сейчас спортсмены проходят подготовку. Рина Тичоева обо всем подробно. Бурлящие водопады, чистый горный воздух и потрясающий вид. Тяжеловес Аднам Богатырев признается, в такой красоте тренироваться одно удовольствие. Свою профессиональную карьеру он начал совсем недавно, но за короткий период времени уже успел добиться хороших результатов. Набраться уверенности в рейдже ему помог опыт в различных любительских выступлениях. В ММА пришел чисто случайно, на самом деле. С братом поспорили, кто выполнит норматив мастера спорта раньше. И так получилось, что я в боевом самбо достиг определенных результатов. И оттуда уже потихоньку попал в профессиональную команду по ММА и начал развиваться. И решил стать бойцом ММА. Я думаю, я нормально себя проявлю. Готов на все 100%. Посмотрим, все отсеучим. К одной из самых ярких побед Адама Богатырева можно отнести поединок против Аделя Зарипова. На «Битва в Назране» наш боец продемонстрировал прекрасную ударную технику. И через 20 секунд после тяжелого нокдауна в исполнении Адама рефери останавливает бой. На турнире «Битва в горах» также выступит полюбившийся ингушской публике боец Заур Гаджибабаев, известный по бою против Николая Савилова. В предстоящей битве Заур готовится вместе с Адамом. Уже на протяжении нескольких лет бойцы тренировки проводят вместе. И за это время успели стать хорошими друзьями. Подготовка проходит очень хорошо. Мы уже неделю тут, в горах. Очень хорошие тренировки. Мы знаем, что турнир проходит в горах, поэтому приехали заранее, чтобы тут подготовиться. Конечно, тут воздух совсем другой, потяжелее, чем на равнине. Поэтому приехали сюда. Крайне последний бой был трудным, я проиграл. Поэтому хочу себя показать, что я еще в деле и пойду, иншаллах, до конца. За несколько недель до начала турнира по смешанным единоборствам бойцы начинают процесс высогонки. Но тяжеловесам не приходится акцентировать на это внимание. Именно поэтому Адам и Заур находятся в завершающей стадии и готовы показать зрелище в рейдже. На битве выступят и молодые спортсмены, которые на профессиональном ММА набили уже приличный рекорд и намерены увеличить его в предстоящем поединке. Битва в горах состоится 21 июля. Впервые на этом турнире мы увидим два титульных поединка. А также вас ожидают не менее зрелищные поединки с участием бойцов из России, дальнего и ближнего зарубежья. Рина Тичоева, Исмаил Гитагажев. Новости 24. Инфофорум «Северный Кавказ». В Ставропольском крае сегодня начала свою работу первая межрегиональная конференция по информационной безопасности и информационному взаимодействию. В ней принимает участие полномочный представитель президента Российской Федерации в СКФО Александр Матовников, который находится с рабочей поездкой в Ставропольском крае. От нашего региона в конференции принимает участие делегация во главе с премьер-министром Русланом Гагиевым. Главная тема конференции – информационная безопасность в условиях цифровой экономики. После пленарного заседания участники разбились на 4 секции по различным темам. Напомню, что на Северном Кавказе эта конференция проходит впервые. Тема повышения возраста выхода на пенсию из обсуждений переходит в реальность. 19 июля в Госдуме состоится первое чтение проекта закона об изменении пенсионного возраста. Предлагается закрепить общеустановленный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Изменение пенсионного возраста предполагается постепенно начать с 1 января 2019 года в течение переходного периода до 2034 года. Подробности у Амины Боковой. В
свои 70 лет Ханифала Лалхоева по-прежнему приковывает внимание школьников к своему предмету. А как иначе уроки заслуженного учителя не только Ингушетии, но и страны по-другому проходить не могут. Свою жизнь с преподаванием она связала в 1966 году. На сегодняшний день ее трудовой стаж составляет 51 год. Но уходить на заслуженный отдых Ханифа не торопится. Вопрос не только финансовый. Разница между зарплатой и пенсией минимальная. А вот любовь к детям и желание учить перевешивает чашу весов. За время работы опытный педагог выпустила во взрослую жизнь около 500 учащихся. Многие из них достигли больших успехов. И для нее это самый главный стимул продолжать преподавательскую деятельность. Мне хотелось вот этим детям, чтобы я дала первые азы. Чтобы именно от меня они узнали новую цифру, новую букву, новое об этом свете. Все новое с моих уст. Зрелый возраст имеет свои преимущества. Опыт, знания, любовь к делу. Среди работников чуть старше 50 немало тех, кто может многому научить молодых коллег, считают педагоги. Справедливо, пожалуй, для многих сфер. Взять, к примеру, медицину. За профессионализмом каждого врача всегда стоит опытный наставник. Возраст 60 и даже за 70 для медика не предел. А по действующему пенсионному законодательству старость наступает для женщин в 55 лет, для мужчин в 60. Не менялось оно больше полувека. Тогда в Советском Союзе на одного пенсионера приходилось 4 работающих гражданина. Сегодня соотношение почти 1 к 1. На 10 пенсионеров всего 12 работников, которые отчисляют взносы в пенсионный фонд. Демографический провал в 90-х только усугубил ситуацию. Сейчас рабочих рук в стране не хватает. Есть угроза, что платить эту пенсию будет просто нечем. У нас увеличивается доля пожилого населения и сокращается доля трудоспособных. Где-то к 2024-2025 году, если ничего не менять, у нас на одного пенсионера будет приходиться 1 плательщик пенсионных взносов. Предложения по теме повышения пенсии в правительстве изначально рассматривались разные. Был вариант повысить налоги, но они и сейчас немалые. Или потратить на пенсии госрезервы. Только вот ежегодные расходы пенсионного фонда вдвое больше, чем весь объем средств Фонда национального благосостояния. В итоге правительство предложило постепенное повышение пенсионного возраста до уровня 63 года для женщин и 65 лет для мужчин. Таким образом, если сейчас среднюю пенсию для неработающих индексируют лишь на уровень инфляции, уже с 2019 года Кабмин обещает прибавку к пенсии 12 тысяч в год или 1000 в месяц. С нынешних 14 тысяч через 2 года средняя пенсия вырастет до 16 тысяч, а в 2024 году до 20. Повышение будет плавным, предусматривается длительный переходный период с 2019 по 2028 год для мужчин и с 2019 по 2034 год для женщин. Таким образом, переходный период составит 10 лет для мужчин и 16 лет для женщин. Повышение пенсионного возраста на первом этапе затронет мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения. Они смогут выйти на пенсию в 2020 году в возрасте соответственно 61 и 56 лет соответственно. Больше работающих россиян, больше поступлений в пенсионный фонд. Соответственно, более высокая пенсия. Основная суть нововведений. Хотя и изменениями это назвать сложно. Сегодня трудно найти коллектив, где нет работников под 60 и старше. По статистике, продолжают трудиться 40% мужчин в возрасте от 60 до 64 лет и 55% женщин в возрасте от 55 до 59 лет. Это по стране в целом. В Ингушетии из более чем 100 тысяч пенсионеров, почти 20 тысяч человек продолжают трудовую деятельность. Вот и Хаву Аушеву даже язык не повернется назвать пенсионеркой. Член Общественной палаты РИИ, член Союза журналистов России рассказывает, многолетний опыт работы только помогает ей. Сидеть дома для меня это вот неприемлемо. Я хочу какую-то пользу принести своему народу, своей республике. Общественная палата проводит огромную работу с населением, с властью нашей. Мы же ведь, общественная палата, это как раз-таки то, что стоит между властью и народом. Вообще, в принципе, вот этот ценз возрастной, он правильный. Потому что человек 60 лет, мужчина, но он еще не такой уж старый человек, потому что продолжительность жизни
жизни у нас сейчас уже больше, чем когда-либо было. Раньше 60 лет это была пожилая женщина, а мне сейчас 69 лет, я себя не чувствую пожилой, так что работать могу еще. Тем временем продолжается предварительное обсуждение законопроекта. Слушания назначены на 19 июля. Перед первым чтением в Госдуме документ оценивают в субъектах Федерации. Положительную оценку инициативе правительства поставили уже более 60 региональных парламентов. Конечно, это только начало непростой дискуссии, ведь это будет первое обсуждение изменения пенсионного возраста за многие десятилетия. Если решение будет принято, то через 5 лет трудоспособное население в стране, по прогнозам Минэкономразвития, увеличится почти на 2 миллиона. Бюджетные средства, которые прежде шли на покрытие дефицита ПФР, будут освобождаться, а это еще один толчок для развития экономики. Мы должны предпринять все усилия, чтобы устранить любые ограничения при приеме на работу людей, уже достигших определенного возраста, чего люди уже действительно наши давно требуют. И поэтому я поручаю Роструду особенно внимательно следить за этими процессами. Если граждане хотят работать, они должны работать. Тем более, что доход от такой работы всегда выше пенсии. И нам необходимо обеспечить людям в нашей стране такую возможность. Продолжительность жизни в нашей стране с каждым годом повышается. В прошлом году она достигла более 70 лет. На Кавказе этот возраст значительно выше. Причем пожилые люди и сами не торопятся на заслуженный отдых. Если позволяет здоровье, людям нужно дать право. Если человек в состоянии и может, и хочет, почему это? Считаю, вот этот плюс большой. Однако повышение пенсионного возраста не коснется граждан, работающих на местах с опасными и вредными условиями труда. Тут важная ремарка. Их работодатель должен осуществлять уплату страховых взносов по соответствующим тарифам. Возраст не будет повышен и тем, кому пенсия назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста по социальным мотивам и состоянию здоровья, а также гражданам, пострадавшим в результате радиационных и техногенных катастроф. Для нынешних льготников, которые выходят на пенсию досрочно в связи с работой в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, кому возраст выхода на пенсию установлен 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, предусматривается повышение возраста выхода на пенсию до 60 лет и 58 лет соответственно. Предлагаемый график выхода на заслуженный отдых в зависимости от года рождения опубликован на сайте ПФР. Здесь же подробно описано, кого из льготников перемены не коснутся. А посчитать размер будущей пенсии можно, кликнув на вкладку «Пенсионный калькулятор». Амина Бокова, Хамзат Халухаев, Рамзан Миржоев. Новости 24. Сегодня второй день визита в республику делегации Федерального агентства по туризму во главе с заместителем руководителя ведомства Николаем Королевым. Завершив протокольные встречи в рамках программы ознакомительного визита, специалисты Ростуризма отправились в Джарасский район для ознакомления с достопримечательностями горного кластера республики. Залина Магушкова расскажет. Вот эта чаша, про которую я рассказывала, где крестили. Именно в этой чаше. Да. Специалисты туристической отрасли Северного Кавказа и Федерального агентства сегодня сами в роли туристов. Экскурсоводы делятся историческими справками о главных достопримечательностях горного кластера Ингушетии. В экскурсионной программе осмотр таких древних объектов, как христианский храм Тхабаирды и башенный комплекс Вовнушки. Мы впервые посетили Республику Ингушетия, и, конечно же, впечатления просто переполняют эмоциями, восторгом. Конечно же, великолепнейшая республика, великолепная природа, великолепная инфраструктура, которая сейчас развивается. Я думаю, что за Ингушетией будущее туризма всего Северокавказского федерального округа, потому что природа все, что могла, подарила именно для этого, для того, чтобы здесь все это развивали. Делегация Ростуризма во главе с заместителем руководителя Федерального агентства по туризму Николаем Королевым прибыла в республику днем раньше. Первая часть визита состояла из деловой программы, в рамках которой прошел семинар с участием всех представителей туристической отрасли в СКФО. Обсуждали вопросы реализации ФЦП по развитию туризма и планировали решение задач новой программы. На сегодняшний день перед делегацией стоит задача объездить все объекты, которые могут включить ФЦП на 2019-2025 годы.
эти объекты инженерную инфраструктуру, новую туристскую инфраструктуру, появятся новые курортные комплексы. С другой стороны, конечно, программа она связана не только с созданием инфраструктуры с точки зрения капитального строительства, это еще и продвижение, это еще и обучение. И вот с точки зрения создания маршрутной сети и продвижения маршрутной сети по Республике Ингушетия, вот в рамках новой программы, я считаю, это такая важная и интересная задача, которую мы будем решать. Ингушетия уже не раз демонстрировала достигнутые результаты в сфере туризма за последние годы. Тем не менее, есть несколько направлений, где требуется поддержка федерального агентства. На данный момент в регионе действуют 2 кластера – горный и равнинный. Туристическое ведомство планирует развивать и 3-й. Мы намерены развивать туризм не только в Горно-Джейралском районе, но и в Назранском, Малгобекском, например, учитывая особенности Малгобекского района. У нас есть наш традиционный источник, это Ачалуки, и мы подготовили проект, он уже проходит стадию завершения подготовки проектной документации и экспертизы. И вот в рамках этого проекта планируется строительство огромного комплекса лечебных объектов для лечения заболеваний разных, профилактики, диагностики. Но это будет целый ряд комплексов, ряд объектов, но и не только медицинского направления, но и такие культурно-досуговые мероприятия, гостиничные объекты. Руководство Ростуризма заверяет, вся необходимая помощь региону со стороны федерального агентства будет оказана в полной мере. Залина Могушкова, Рахман Цуров, Новости 24. Трансформаторные подстанции на территории школ оказались под пристальным вниманием проверяющих органов. Сотрудники МРСК снова вышли в рейд. На этот раз с целью профилактики электротравматизма. Энергетики проверили, ограждены ли должным образом трансформаторы. Учитывая любознательность детей, любой доступ к энергообъекту может закончиться печально. В ходе рейда специалисты выявили целый ряд нарушений. Репортаж Мадины Пугоевой. Первым пунктом посещения проверяющих стала средняя школа номер 4. На территории этого образовательного учреждения расположена старая трансформаторная подстанция, к высоковольтной линии которую подключили аж в конце 60-х годов прошлого столетия. За полувековую историю своего существования электрическая установка пришла в негодность. Ряд недочетов администрация школы пыталась исправить самостоятельно. Однако нарушения на подстанции проверяющие все же нашли. Перекрытие данного ТП имеет течь внутри. Они сверху перекрыты сейчас шифером. Чем чревато это перекрытие? При любом изменении погодных условий ветер запросто может снести данную кровлю. После ряда замечаний доступ детей к трансформаторной подстанции был ограничен. Вот только другие нарушения руководство школы так и не исправило. К примеру, прилегающая к электроустановке территория заросла дикорастущим кустарником. В будущем сухая трава может стать причиной возгорания маслонаполненных кабелей. Пока директор школы отделалась предупреждением. Однако, если недочеты не будут устранены в срок, образовательное учреждение оставят без электричества. Довольно эмоциональным получился и диалог энергетиков с руководством школы-интернат. Я, если захочу сегодня, просто физически уберу его отсюда. Не уберешь. Если захочу, уберу. Не уберешь. Я тебе говорю, не уберешь. Как он тогда находится у меня на территории? Материалы передадим в МВД, который вас будет... я просто отключу. Ты имеешь право. Кто имеет право, чтобы он находился у меня на территории? Устанавливать его. Этот трансформатор... Есть какой-то документ, постановление, распоряжение, какой-то нормативный документ должен быть. Директор образовательного учреждения сетует на ненадлежащее состояние трансформатора, который находится на территории его же школы. Оголенные провода и доступ детей к высоковольтной установке – открытая угроза для безопасности школьников, уверен он. А потому его необходимо перенести в другое место. Впрочем, энергетики объясняют, что такие меры не в их компетенции. Балансодержатель администрации трансформатора. Во-вторых, администрация, отвод земли, лес, разрешение леса, может определить администрации.
и нагасын администрации шейдой вынести детьми, а если трогать обращаться с детьми, то баланс обоих трансформаторы, то дехбах бог уйдет ждать. Это специализированная организация, оплатить и царь дехбах трансформатор. Примечательно то, что на территории интерната расположена и другая трансформаторная подстанция, которая соответствует всем нормам и правилам безопасности. Чего не скажешь уже о тех, что находятся на балансе средней школы номер 5. Энергетики и здесь выявили ряд нарушений. Если в предыдущем образовательном учреждении вокруг подстанции растет только кустарник, то около этих трансформаторных установок выросли большие деревья. На данном исполнении провода нет изоляции, он голый. При соприкосновении может ударить электрическим током. В данном случае у нас здесь растет древесно-кустарниковая поросль, значит, деревья. Они в дождливую погоду, плохую погоду при соприкосновении с проводом могут ударить током с рядом стоящего человека. Добавок к этому ограждение тоже не соответствует норме. Ее высота меньше 2 метров, а трансформаторы необходимо закрыть на замок. Руководству школы предстоит исправить эти нарушения в срок. В противном случае и в их отношении будут приняты жесткие меры. Мадина Пугоева, Адам Далаков, Новости 24. Сегодня день создания органов государственного пожарного надзора в России, главными задачами которого является снижение риска возникновения пожаров и их количества, минимизации ущерба. В органах пожарного надзора по всей стране проходят службу более 14 тысяч сотрудников, а в Ингушском отделе надзора трудится более 2 десятков специалистов. Коллектив маленький, но задачи большие. Главная цель – сократить количество возгораний и последствий, которые наносит огненная стихия. На счету у Ингушского отдела сотни недопущенных трагедий и спасенных жизней. Превышение скорости, отсутствие регистрационных знаков, а в некоторых случаях и их подделка, затонированные стекла и ряд других нарушений были выявлены в ходе очередного рейда сотрудниками ГИБДД. Несмотря на все профилактические действия, ситуация на дорогах неутешительная. Из-за несоблюдения элементарных правил дорожного движения в результате ДТП в регионе ежегодно погибают десятки людей, а многие остаются инвалидами. Слово Зелимхану Калоеву. Проезжая с утра на высокой скорости и нарушая все правила, будьте уверены, наказание не заставит себя ждать. Рейды ГИБДД продолжаются повсеместно. На этот раз блюстители порядка дежурят на одном из самых оживленных участков в Назрани. Первый нарушитель не заставил себя ждать, который, несмотря на требования сотрудников остановить машину, умчался на высокой скорости. Словом, все как в голливудских фильмах, но, видимо, водитель не подозревал, что начнется погоня. Чуть позже инспекторы ГИБДД сообщают, брошенную машину обнаружили на так называемой дороге Долина Смерти. Впрочем, вычислить владельца не составит труда. От наказания уйти не получится, поскольку в ГИБДД настроены решительно. Я нарушитель же, вообще. О республике ханс доложду, хамацака дела, да, мачама разболтся халра, гаргался голи, тем более цыгаргался га хадес, щи гаргался ценягат, исхалбол бежлат, шалче, нарушать да еще отсюда, узбанцы, дихардеса, нарушать моде, явейдер дуахкам да, цера, на сегодняшний день я варю, что хахулужду, хатарыш. Словом, в ГИБДД не на шутку обеспокоены ситуацией на дорогах с многочисленными жертвами. Нарушителей меньше не становится, особенно в погоне за скоростью. Многие забывают о своей и чужой безопасности. Номера за 5 миллионов на ингушских дорогах, почему бы и нет. Однако не все золото, что блестит. 3 семерки тоже оказались фейком. В общем, церемониться с нарушителями инспекторы не стали, но случаи с поддельными госрегистрационными знаками на этом не закончились. Через несколько минут о себе заявляет уже другой водитель. И так история повторяется. Номер для цаева, камеры, заведомо подложные номера. Номер же пока номер шхаяха, номер их коллег непосредственно потенциальный злостный нарушитель жбоиш. Ждали андали, жнах халат сылц. Рейдовые мероприятия каждый день я геуж дотхо. Далее андали нарушение исправить геви цена бога бой. Ханиалчи именно цена нарушения номер от их кого сагу золом духахул цу превышению цу правила дорожного движения соблюдать.
Поддельные номера машин тут же изымают. Свое место они скоро займут в архиве ГАИ. Всего за 40 с лишним минут сотрудники успели зафиксировать десятки нарушений, среди которых поддельные госрегистрационные знаки, тонировка, езда без прав. Словом, перечислять нарушения можно долго. Правда, останавливают не только нарушителя. Профилактика еще никому не навредит, уверены в ГИБДД. Поэтому каждого второго проверяют на соответствие необходимых требований. ماشي صوتي номер اشتوسو كمبليت في تليفونتي وش برنامج حاجه специально وش اشتوسو وجه هوت ماشين مالا ماركي فدموت تدا كابوت هاي винди сфере то и все. Статистика ДТП с участием несовершеннолетних и маленьких детей также стремительно растет. В поле зрения и такие нарушения, как отсутствие детского удерживающего устройства. Из-за несоблюдения таких элементарных правил по всей стране только за этот год погибло 582 ребенка, а более 15 тысяч получили ранения. Один из инцидентов произошел накануне и в Джайрахском районе. السلفة النجوا نعم مريتك ديان سكور السرس رجيم سبلداتي موتيجي أبري وجهه يحكم مو خلمت ميس ودش خودي تجاه شيء سكور سلوريش شرط وهي موتيجيش إذا ودي تلزم ماشين سولق آخر سوسيغورا ماشين قلت أخيسو قلت آخر ماشين شو بعيد دي هنا زين بيري لوزيات شيء زين بيري لوزيات شيء بيعه نخلص بيعه детское кресло два шхантидяга берешь детское кресло нагасан шхандларисан собери самошенче соберешь хантчуныш хугясер и ремень безопасности отдела хамбулари чуныш хугяс. Если же возвращаться к общей статистике, то количество ДТП с начала этого года больше 133 тысяч по стране. Цифра впечатляющая, в то же время омрачающая. Сотрудники ГИБДД, как и сами водители, призывают не спешить, ведь именно скорость может оказаться причиной несчастного случая. порядка лишь пока хетерсон нарушать чего-то благодаря местным. Так, до смертности не яшт. Более спокойно, дикая, если улка сколочка где гордор, тастим конечно. Ханджейн ты команда стах благодаря. Борис молодежь, будущий Хаммади царь дорогие, и корень некоторые дальнейшие хугя. Сум бага хитр лерт халыч, эздела халыч. Шаште на хай зулм доктор. Нормальные правила нарушать здесь. Закон о том, что талили нарушение цукли. Дига огели движение мастерства на хазулм дат. Шаште дигите нормально, что он маслина дакс. Кал хамдатся. Дика мелхол, дика движение сабри спокойно мелхол дика. شيء صغر أروج وأولي وش ولي دق نانك ديخر درسه شيء نمر تيولوج نمر سات بيستوي تيجي يحت مارش وير مارش واتر كاخ دولج وير بقول حجر حني أو شيء طغن خطر حخل شكوا حشتين شتاها ون حش واحد لوزي حش واحد طغن صدان نان دق خلخيتر دق عطق مبيز طبعا تي ديخر درسه صغر أروج وسيك حجر وي ديزلا دولدر وي ديزلا там могут мяшку больше ведь язык теркуер. Впрочем, рейд ГИБДД на этом не заканчивается. Проблемных участков на Зране, как и в республике, отмечают инспекторы, много. Спрятаться или укрываться все время тоже не выход. Поэтому не лучше ли соблюдать правила дорожного движения? Зелимхан Калоев, Рамзан Межоев, Новости 24. Госдума приняла в первом чтении закон об отмене пошлин для жертв чрезвычайных ситуаций. Сейчас пострадавшие в результате МЧС освобождены от уплаты госпошлины только при обращении за получением паспорта взамен утраченного или пришедшего в негодность. Законопроектом, внесенным группой депутатов, предлагается распространить эту льготу на случай обращения за получением также и других документов взамен утраченных или пришедших в негодность вследствие чрезвычайной ситуации. Зачастую ЧС приводит к резкому снижению материального достатка пострадавших, в связи с чем оплата госпошлины становится для них непосильным бременем, пояснили ранее авторы проекта. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ввела правила, согласно которому сенаторы и сотрудники аппарата палаты должны ежегодно предоставлять справки о прохождении диспансеризации. Она также напомнила, что глава Социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский внес в Госдуму законопроект, которым предлагается выделять для сотрудников один дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации. Спикер подчеркнула, что в западных странах компании несут социальную ответственность за здоровье своих сотрудников, и российским работодателям тоже стоит позаботиться об этом.
Развитие малого предпринимательства и создание новых рабочих мест – вот два направления, на развитие которых делают упор власти Ингушетии. При этом инвестирование в малый бизнес прямо пропорционально решает проблему безработицы. В Центре занятости Сунжинского района подвели итоги конкурса на получение гранта по программе «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в Ингушетии в 2018 году». Жаридат Халухоева с подробностями. Не просто бизнес, а дело, в которое Гелани Ганижи вложил всю душу и средства. Идея открыть продуктовый магазин зародилась у него давно, но реализовать затею ему мешала занятость на работе. Сейчас, уйдя на пенсию, он наконец-таки исполнил свою мечту. Небольшой супермаркет вот уже 2 месяца радует покупателей качественной, а самое главное – свежей продукцией. Если остаю висеть, дал смолку жир. Чудовищный продавец, очень слушай. Потенциал у супермаркета в плане создания новых рабочих мест не широк. Предприниматель уверяет, чтобы обеспечить работу еще несколько человек, ему необходимо еще больше финансовых вложений. Выделенные государством средства станут большой подмогой, поэтому он и подал документы на получение гранта. Свой бизнес развивает и Раиса Гайтукиева. В этом ателье, открытом у себя дома, она вместе с 3 коллегами ремонтирует и шьет одежду на заказ. Женщина сама закупает всю необходимую фурнитуру и ткани. Здесь же их реализует. Она также надеется на грант, чтобы в дальнейшем закупить больше оборудования. Машинка для пробивки петель, для оверлок. Карданы дух машины же таханшти в плане идтиш. Так сюда чинде она цахатсик хамашти качухчиги шти хонтха программ ханяцен эл и всегда яха царь она зачислят сон с программой яки. Получить стартовый капитал, который, в свою очередь, уже значительно большему числу людей поможет обрести работу и постоянный источник дохода. Эта перспектива будет возможна благодаря госпрограмме «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в Ингушетии в 2018 году». Программа направлена на привлечение в предпринимательской среде бизнесменов, готовых при определенных вложениях, а именно 200 тысяч рублей, создать на базе либо уже действующих предприятий, либо в рамках запланированных проектов новые рабочие места. Центр занятости Сунжинского района 16 мая состоялась встреча конкурсной комиссии и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Сунжинского района. Для отбора победителей конкурса и предоставления им гранта в целях создания новых рабочих мест. После рассмотрения представленных грантов, в смысле после рассмотрения предоставленных заявок и обмена мнениями конкурсной комиссии, нами было признано из 10 заявленных конкурсантов прошли 6 предпринимателей. Соответственно, на сегодняшний день эти предприниматели, на счета этих предпринимателей мы направили субсидии каждому предпринимателю 200 тысяч рублей. На этот раз некоммерческих организаций, претендующих на соцпомощь, стало немного больше – 16 человек на 12 выделенных субсидий. Сфера строительства, курортно-туристический комплекс и социально-экономический проект – 3 направления, по которому индивидуальные предприниматели смогут получить грант. При отборе комиссии присутствует, представитель администрации города, представитель налоговой инспекции, участковый представитель и представители непосредственно с Минтруда и представители именно Центра занятости. Прежде чем заключить с предпринимателями договора, естественно, мы, каждый участник этой комиссии, мы полностью должны обходим по всем этим предпринимателям и на что если у них задолженности по налоговым, в состоянии ли они работать, в состоянии ли они трудоустроить 2 человек. Мы полностью делаем анализ, только в том случае проходит победитель этой конкурсной комиссии. Грантополучатели обязаны трудоустроить жителей именно своего района. Где, собственно, будет создано новое рабочее место, неважно. Главное, чтобы работодатели отчисляли необходимые платежи в налоговую инспекцию и пенсионный фонд. В перспективе, если проект оправдает себя, то, скорее всего, масштабы программы будут расширены, а грантовый фонд увеличен. Жаридат Халухоева, Гапурчик, Киев, Новости 24.
Все выпуски новостей и анонсы наших программ смотрите на официальных страницах в соцсетях. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.